Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики. Мы продолжаем наше занятие, и тема сегодняшнего урока – это обращение. Какие виды обращения чаще всего используются в курдском языке? Рассмотрим их. Первое. Если мы обращаемся к мужчине – брейс, мирза. Следует отметить, что обращение мирза, оно является устаревшим. Сейчас это обращение вышло из оборота, поэтому чаще можно услышать именно обращение брейс. Брейс переводится как господин или уважаемый. Обращение к женщине – рездар, ханым или просто хан, бану. Обращение бану, хан, ханым используются уже реже. По крайней мере, они, в отличие от обращения мирза, все еще используются в жизни. Но чаще всего на курманджи говорят рездар, то есть уважаемая. Современное курдское общество избегает таких терминов, как господин и госпожа, и чаще прибегает к таким видам обращения, как уважаемый и уважаемая. Поэтому в разговорной речи мы слышим брез, рездар. Попробуем сказать друг другу на курдском языке «дорогой друг». Смотрим на экран. Досте хежа. Дорогая подруга. Доста хежа. Для мужского рода используется окончание «э», для женского окончание «а». Досте хежа, доста хежа. Еще одна форма обращения – хавале хежа, хавала хежа. Помимо обращения «дост», хавал, есть еще одно обращение – хогр. Дост чаще используется к тем друзьям, которые приходят на помощь в трудную минуту. Хавал – это те люди, которые разделяют общее мнение, общую позицию, общую жизненную позицию, имеют общие ценности. Хогр – это очень близкие друзья или неразлучные друзья. Хогр используется к тем людям, которые являются вашим оплотом, поддержкой. И если речь идет просто о друге и подруге, то в жизни используется термин хавал. Это моя подруга. Эф хавала мене. Это мой друг. Эф хавали мене. Если вы хотите подчеркнуть, что это моя близкая подруга, эф хогра мене. Это мой близкий друг. Эф хогре мене. Также можно сказать эф досте мни херинезике. Это мой самый близкий друг. Допустим, вы пришли в офис и хотите поприветствовать своих коллег. Что в этом случае нужно будет сказать? Хампишайн хейжа. Хампишайн брейс. Уважаемые коллеги. Если вы говорите в кругу своих партнеров, тогда мы используем фразу хавалкарин хейжа. Хавалкарин брейс. Уважаемые партнеры. В случае обращения к огромному количеству людей в Курманджи используется такое слово, как гели в начале предложения. Гели дост умеванан. Гели – уважаемые друзья и гости. Здесь слово гели обозначает огромную массу, огромное количество людей. На русский язык это слово не переводится, но в предложении, которое сейчас вы видите на экране, обозначает огромное количество людей. Если перед вами стоят двое ваших друзей, вы говорите «достен хежа». Если огромное количество ваших друзей, и мы надеемся, что у вас есть огромное количество друзей, то следует говорить «гали достан» или «гали достен хежа». С таким же корнем имеется несколько других слов. «Гяль» в курдском языке означает «народ», «гялек» означает «много». «Гяли», «гяль», «гялек». Везде мы видим, что есть обозначение огромного количества. На этом мы завершаем свое занятие. До новых встреч. Всего доброго.